Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Наконец-то мы с вами встретились после летних каникул. Ребята, мы начнем изучать раздел «Моя Родина, Казахстан». Тема сегодняшнего урока «Мы дети твои, Казахстан». Чему ты будешь учиться сегодня? Сегодня ты будешь учиться читать и слушать тексты, понимать их смысл, строить правильные речевые высказывания. Ребята, мы все казахстанцы, потому что мы все живем в большой стране, которая называется Казахстан. Казахстан – красивая, богатая страна. И мы должны гордиться тем, что живем на этой удивительной стране. Задание первое. Прочитай и сравни. Каждый человек дорожит своей родиной. Каждый человек ценит, любит и бережет свою родину. Как вы думаете, ребята, похожи ли по смыслу эти предложения? Правильно, ребята, эти предложения по смыслу похожи. Какие слова помогают понять их смысл? Верно, дорожит, ценит, любит и бережет. Запомните и запишите эти слова в тетради. Задание второе. Послушайте стихотворение Марфуга Айтхожина. Много мы уже умеем, и пока еще растем, но становимся умнее с каждым часом, с каждым днем. Мы все больше понимаем, чем нам надо дорожить, дорожить свободным краем и страну свою любить. Запомните и запишите слова. Дорожить, қадірлеу, ценить, бағалау, беречь, сақтау. А теперь ответьте на вопросы, о ком говорится в стихотворении. Правильно, в стихотворении говорится о детях. А что понимают дети? Верно, дети понимают, что нужно дорожить и любить свою страну. А теперь выделите основную мысль стихотворения. Правильно, пока мы растем, будем учиться, становимся умнее и все больше будем понимать, чем нам надо дорожить. Молодцы, ребята. Задание третье. Порассуждайте. Первая группа. Объясните смысл пословицы. Кто знаниями обладает, тот своей родине помогает. Правильно, ребята, начинает думать о своей родине, начинает помогать своей родине. Хорошо. А теперь, ребята, выпишите глагол и определите форму времени. Верно, глаголы что делает? Обладает, помогает. Настоящее время. Молодцы, ребята. Вторая группа. Объясните смысл пословицы. Родина освещается солнцем, а человек знанием. Правильно, ребята. Человек, который стремится к знаниям, подобен солнцу. Он передает свет другим. Значит, человеку необходимы знания, как солнце. Молодцы, ребята. А теперь, ребята, выпишите существительные, отвечающие на вопросы «кто», «что». Определите род. Правильно, что родина – это существительное женского рода. Верно, что знание – это существительное среднего рода. Кто человек – это существительное мужского рода. Молодцы, ребята. А теперь третья группа. Объясните смысл пословицы «Для родины своей ни знания, ни жизни не жалей».
Правильно, любой человек должен охранять, защищать свою родину. Запишите, ребята, это предложение в тетради. Задание 4. Прочитаем выразительное стихотворение. Мы школьной семьей всегда дорожим, и школьный свой дом крепко мы чтим. В нем дети и взрослые помнят всегда: Родина — главная ценность моя. А теперь найдите в тексте информацию на подставленные вопросы. Чем дорожат дети? Правильно, дети дорожат школьной семьей. Что они чтут и о чем помнят всегда? Верно, они чтут школьный свой дом и помнят, что Родина — главная ценность. Задание 5. Поставь вопросы к выделенным словам. Казахстан имеет большую территорию. Есть что? Города, реки, озера. Молодцы, ребята. Мы любим наш свободный Казахстан. Вижу, какой Казахстан. Красивый, богатый. Молодцы, ребята. Задание 6. Подумай и допиши. Ажар Кушековна кто? Верно, учительница. Она преподает что? Правильно, русский язык. Она применяет на уроках что? Верно, свои знания. Ажар Кушековну любят и уважают кто? Правильно, ученики и родители. Молодцы, ребята. А теперь, ребята, давайте вспомним правила. Предложение – это одно или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Слова в предложении связаны между собой по смыслу. Сегодня, ребята, вы научились на уроке читать и слушать тексты, понимать их смысл, строить правильные речевые высказывания. Спасибо вам за урок. До свидания.